Этот успех доказан цифрами рейтинга. Сайт «Радио Грозный» посещают, и делает это самая ценная аудитория, подрастающее поколение. Создатель веб-ресурса, программист ЧГТРК Грозный Ламалик Касумов. 2 года назад он запускался как пробный вариант, а сегодня у сайта более 2000 подписчиков и числа постоянных слушателей. Награда за лучший развлекательный проект «Золотой сайт Чинета» заслуга как разработчика, так и всего коллектива «Радио Грозный». Поэтому принимает кубок заместитель директора по радиовещанию Идрис Нухаев. Очень приятно, когда твою работу так высоко оценивают. И хотелось бы выразить благодарность организаторам этого конкурса и, конечно же, членам жюри за высокую оценку нашему сайту. На этой церемонии молодых и неизвестных чествуют маститые и знаменитые. Победителей и призеров представлял министр Шайх Джамалдаев. А ведь этих блогеров, разработчиков сайта, представителей средств массовой информации лицо никто и не знает. Зато их проекты имеют популярность среди пользователей сети. Вот эта вот наша сфера, Чеченская республика, она превзошла все субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Тому свидетельство было и 2-й форум в Пятигорске и так далее, и так далее. И должен сказать, что я, в принципе, когда вступал в эту должность, знакомился с этими коллективами, но сегодня с гордостью могу заявить, что действительно наши ребята талантливые, участники этого конкурса, все коллективы талантливые, они знают свое дело. Еще один победитель, сотрудник ЧГТРК Грозный Дмитрий Ефремов. Свою кавказскую политику он ведет не только на ТВ, но и в интернете. Жюри признал его проект как лучший информационный сайт. Но Дмитрий Ефремов, как истинный телеведущий, волнения не выдает. Говорит, важно, что награда за любимое дело. Я думаю, что эта награда она дана с неким авансом, да, и с неким доверием. Но для меня это доверие особенно ценно и особенно важно, потому что это доверие, скажем так, чеченского народа ко мне, к моей программе и к тому, что я делаю в Чеченской республике. А вот Рина Алиева не смогла сдержать своих эмоций. Ей присужден приз за лучший микроблог Чинета. Я когда подавала заявку, я не ожидала даже, что... Потому что у нас живой журнал, мне больше нравится Ибрагима Заурбекова. Поздравляю его. Спасибо всем членам жюри, которые проголосовали. За признание подписчиков в Инстаграм свою награду получил советник главы региона Адам Шахидов. На своей странице он постоянно выкладывает религиозно-просветительские посты и отвечает на вопросы пользователей. Обратная связь с богословием работает бесперебойно. Любое уважающее себя ведомство, министерство или организация заводит себе сайт во всемирной паутине. Например, на сайте Ахмат Арена можно посмотреть график и счет любимой команды, не выходя из дома. Я бы хотел отблагодарить своих сотрудников, которые ведут наш сайт, которые постоянно информируют наших болельщиков и всех граждан Чеченской республики, кто интересуется событиями на Ахмат-арене, кто любит футбол. Всего в конкурсе «Золотой сайт Чинета» были представлены 170 проектов. Это в разы больше, чем в прошлом году. Его основным мотивом создания было то, чтобы мы хотели создать единый какой-то блок всех наших информационных ресурсов, интернет-ресурсов, чтобы систематизировать их, чтобы узнать их получше, чтобы видеть работать единым информационным фронтом в этом поле. На сегодняшний момент наша задача удалась. Всего сегодня награду получили около 30 человек. За счет новых номинаций уже в следующем году, по словам организаторов, участников премии будет больше. Ислам Алимбаев, Султан Умаров. Новости.